Добрый день. Следующий писатель, о котором мы будем говорить, это Борис Васильев. Борис Львович Васильев, годы его жизни 1924-2013. Борис Васильев в 1941 году, когда началась война, оканчивал 9 класс. Но несмотря на то, что он еще был не призывного возраста, он ушел добровольцем. Батальон, в котором он сражался, был направлен под Смоленск, где попал в окружение. И Васильев самостоятельно выходил из этого окружения и вышел. Потом он учился в полковой кавалерийской школе, потом служил в воздушно-десантном полку, был очень тяжело ранен. В 1943 году направлен на учебу в военную академию бронетанковых механизированных войск после этого тяжелого ранения. И уже, в нестроевой был, в службе. В 1946 году он окончил эту академию, работал, служил, испытывал танки, колесные гусеничные машины, и уволен в запас был в 1954 году. В этом же 1954 году он написал первое свое литературное произведение. Это была пьеса «Танкисты», которую даже начали ставить, но потом запретили к постановке. Но все-таки для нас Борис Васильев – это писатель, который заявил о себе позже уже, в конце 60-х годов, и популярность к нему пришла после публикации повести «А зори здесь тихие» 1969 года. Повесть эта основана на реальном эпизоде. 7 солдат, после ранения служивших на одной из узловых станций железной дороги Петрозаводск-Мурманск, не дали пройти немецкой диверсионной группе, которая пыталась взорвать дорогу. И в живых остался только сержант. И вот писатель, который решил написать повесть на этом материале, но он понимал, что нужно как-то ситуацию эту сделать необычной, и он сделал героями девушек, тем самым придав повести больше трагизм. Женщин на фронтах Великой Отечественной войны ведь было много, более 300 тысяч. А произведений о них почти не было в то время. И Васильев пишет сознательно о девушках, совсем молодых, девчонках. Мы с ними знакомимся, мы узнаем об их прошлом. Они становятся нам близкими, мы их успели полюбить. И тем острее то, что происходит дальше, когда они погибают, и мы настолько остро ощущаем эту боль, как будто мы потеряли близких нам, дорогих людей. И мы таким образом как раз ощущаем, насколько страшна и трагична война. Писатель Васильев, он писатель-романтик. Ему всегда интересуют какие-то исключительные такие чувства, сильные страсти. Его герои красивые физически, и внутренне, душевно. Они обладают такой чистотой нравственной, они верны высоким идеалам. И это такие герои своего времени. И в этом смысле рассмотрим повесть Васильева. В списках не значился 1974 года. Речь в ней идет о 19-летнем лейтенанте Николае Плужникове, который только-только окончил военное училище и едет по распределению в Брестскую крепость. Он абсолютно счастлив, что он попал на западное направление. Тогда это было очень как-то так престижно. И он оказывается на месте службы ночью, в ночь на 22 июня 1941 года, и он даже еще не достиг своего подразделения воинского, и в списках он действительно не значился. И начинается война, а он не прикреплен еще к своему подразделению, и по сути он мог бы спасаться, бежать просто, он же не числится нигде. Но ему это вообще в голову не приходит. Он становится защитником крепости и воюет с 1941 года, с первого дня войны до апреля 1942. То есть там уже жизнь в подвалах, когда остается в живых, по сути, только он один. И он появляется перед немцами, физически истощенный, почти слепой, но он не сдался. Крепости я не сдал, крепость не пала, она просто истекла кровью, я последняя ее капля.
И вот он один в поле воин, но он победитель. Потому что человека нельзя победить, если он этого не хочет. Убить можно, а победить нельзя. Человек выше смерти, говорит Николай Плужников. И там будет такая сцена, когда пытаются выяснить немцы его имя, узнать его звание. Он на это им отвечает: «Я русский солдат». То есть действительно Плужников русский солдат. Плужников — олицетворение целого поколения молодых людей, которые защищали Родину, которые отдали самое дорогое, что у них было, это жизнь. И немецкие солдаты это тоже понимают. И вдруг немецкий лейтенант звонко и напряженно, как на параде, выкрикнул команду, и солдаты, щелкнув каблуками, четко вскинули оружие на караул. И немецкий генерал, чуть помедлив, поднес руку к фуражке. Вот, да, как бы и враги отдают честь и отдают дань уважения героизму Николая Плужникова. Вот очень характерная для произведений Бориса Васильева, да, вот такая ситуация и такой герой действительно романтический, герой в каком-то смысле исключительный, и в то же время сколько таких было реальных историй, сколько было таких реальных героев в годы Великой Отечественной войны. На этом все.